Здравствуйте, дорогие студенты! Продолжаем лекцию по теме «Русская литература 1950-1960-х годов». На этот раз это, как и предыдущая лекция, монографическая, посвящена творчеству Анны Андреевны Ахматовой. Она, как и Борис Пастернак, прожила долгую жизнь, считала себя художником, поэтом двух эпох. Эпохи, которую мы называем сейчас Серебряный век, начало XX века, и советской эпохи. И сегодня мы будем говорить в целом о ее творчестве и остановимся на ее поэмах, которые она писала в 40-е, 60-е годы. Судьба Анны Ахматовой, крупнейшего поэта XX века, была трагична. Судьба и творческая, литературная, и личная. Ее поэзия долгие годы была предана забвению. Многие годы она была выключена из литературного процесса в советское время. И стихи в различные годы вообще не публиковались. И, как я говорила в предыдущих лекциях, она подверглась шельмованию в постановлении 1946 года, партийном постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград». И это тоже трагическая страница в ее жизни. Трагична была и личная ее судьба. Хотя она и не была в заключении или изгнании, не подвергалась репрессиям, зато репрессиям были подвергнуты трое ее близких людей. Николай Гумилев, первый ее муж, был расстрелян в 1921 году. Николай Пунин, третий гражданский муж, трижды был арестован, погиб в лагере. И единственный сын, Лев Гумилев, провел в заключении в общей сложности более 10 лет, был дважды арестован, и второй раз арестован был после того, как участвовал в Великой Отечественной войне. Горе вдовы и матери отражено в поэме «Реквием», 1940 год написания. О горе других матерей говорится в одной из глав в поэме «Без героя», 40-62 годы. Свою литературную судьбу после 1917 года Ахматова ощущала как погребение заживо. Она ощущала о том, что ее творчество, ее литературное имя осталось в прошлом, ощущала горечь несостоявшейся жизни. Одним из трагических моментов в своей творческой судьбе она считала миф, сложившийся еще при ее жизни. Согласно этому мифу, ее вдохновение якобы иссякло, и что после 1910-х годов она перестала писать стихи. Миф, который она с негодованием отвергала и писала вот в связи с постановлением 1946 года так: «Очевидно, желание безвозвратно замуровать меня в 10-е годы имеет неотразимую силу». Это означает, что Анна Ахматова для всех оставалась автором 5 поэтических сборников, изданных до революции. О фактах биографии следует сказать то, что она родилась под Одессой. Отец ее был инженер-механик флота, а мать вела свой род по женской линии от древней татарской династии Ахмата. И семья была большая, Ахматова была старшим ребенком. Годовалым ребенком она была перевезена в Царское Село. И в этом подмосковном Царском Селе она прожила до 16 лет. Первые книги, которые она издала,
в 12 и 14 годах «Вечер», «Четки», они принесли шумный успех, потому что появился новый поэт, женщина, и первые ее стихи действительно произвели фурор, цитировались, читались со сцены, наизусть. И вот что пишет Корней Чуковский, современник Анны Ахматовой. То были годы ее первых стихов и необыкновенных, неожиданно шумных триумфов. Прошло 2-3 года, и в ее стихах, в ее осанке, в ее обращении с людьми наметилась одна главная черта ее личности – величавость. Не спесивость, не надменность, не заносчивость, а именно величавость, царственная, монументально важная поступь, нерушимое чувство уважения к себе, к своей высокой писательской миссии. Я думаю, что многие современники ощущали, глядя на Анну Ахматову, эту ее царственную величавость. Художник Альтман написал картину, известную картину, где эта осанка молодой Анны Ахматовой очень хорошо воспроизведена. На фотографии слева вы видите, уже в эти годы, в 14-15 годах, она вышла замуж за поэта Николая Степановича Гумилева. У них родился сын Лев. На этих фотографиях Анна Ахматова уже в 20-е годы, и эта величавость, царственность вы тоже можете ощутить на фотографии вместе с сыном-подростком и свекровью. В 30-е годы Ахматова жила в Фонтанном доме, так называлось учреждение, где работал ее муж-искусствовед Николай Пунин. И фотографии этих лет как раз продолжают воспринимать Анну Ахматову вот именно так. Нос с горбинкой, высоко посаженная голова, распрямленные плечи и взгляд действительно очень-очень величественный и царственный. Я бы хотела сказать об этапах жизни творчества, в основном творчества. Первый этап – это 1907-1914 годы. Он ознаменован выходом этих сборников стихов первых, о которых я уже говорила, «Вечер» и «Четки». И хотя это была вроде бы камерная лирика, в ней уже, в этой лирике проявился особый дар Ахматовой, эпический дар. Мы об этом еще поговорим, что это такое эпический дар, потому что, несмотря на, опять же, сложившееся мнение о камерности ее лирики, мы видим в этих двух первых сборниках, как она продолжает традиции русского психологизма, русской психологической поэзии и даже романа. Второй период – это 1915-1923 годы. Он отмечен выходом еще 3 книг: «Белая стая» 17 год, «Подорожник» 21 год и «Анна Домини» 1921, в переводе с латинского «В лето Господне» 1921 года. Эти сборники подтвердили особый дар Ахматовой, и в нем особенно ярко проявился вот тот психологизм, который был свойствен русской классике. И, наконец, третий период, самый большой, потому что очень много лет это Ахматова как бы молчала, ее вычеркнули из литературного процесса. Трагический период. Включил он 2 изгнания из литературной жизни. 1924-1929 годы
когда ее исключали из Союза писателей России, там много говорилось о том, что очень много религиозности в ее стихах. Так Ахматова считала, что именно из-за этого ее исключили из литературной жизни. И еще был период, вот 46-й год, год постановления партии, и по 1955 год, то есть до периода начала оттепели, она тоже была издана из литературного процесса. Хотя в этот период она обращалась к большим эпическим формам, к поэмам, циклам стихотворений, особенно известный, яркий – это «Северные элегии». Вот 3 периода. Если в первые 2 периода творчества Ахматовой были изданы 5 названных сборников, включавших 51% сохранившихся строк, то в 3-й период этих строк было 48%, как подсчитал академик Михаил Леонович Гаспаров. И, конечно же, вот даже в этот 3-й период трагический, эти гонения, бедствия, немота, как говорил Чуковский, они приносили страдания Ахматовой, но и пошли ее музе на пользу, как говорил Корней Чуковский. Именно благодаря гонениям, исключениям из литературной жизни, страданиям поэта и матери, благодаря им были написаны поздние шедевры, эпические поэмы «Реквием», поэма «Без героя» и цикл «Северные элегии». Я называю только основные поэтические произведения 3-го периода. Я уже сказала о том, что дар Ахматовой был даром эпическим, и что она продолжала традиции русского психологического романа. Об этом как раз писал ее современник, поэт Осип Мандельштам. Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа XIX века. Гений Ахматовой весь лежит в русской прозе, а не в поэзии. Свою поэтическую форму, острую, своеобразную, она развивала с оглядкой на психологическую прозу. А Корней Чуковский, другой современник, писал: кроме дара музыкально-лирического, у Ахматовой редкостный дар беллетриста. Беллетриста, то есть прозаика, эпического автора. Ее стихи не только песни, но и повести. Возьмите рассказ Мопассана, сожмите его до предельной сгущенности, и вы получите стихотворение Ахматовой. Можно привести еще разные мнения современников, которые как раз говорили о том, что Ахматова чужда замкнутости, камерности, у нее есть дар самоотречения ради других людей. Предвидели очень многие создания в будущем этим поэтам больших эпических форм. Ну вот перед вами 2 стихотворения из первых 2 сборников «Вечер». Ну, здесь есть, песня «Последней встречи» и знаменитое стихотворение «Сжала руки под темной вуалью». Следует сказать, что в этих ранних стихах мы уже видим Ахматову, которая, несмотря на всю камерность этих стихотворений, использует такой вот психологический сюжет, пусть любовный, женский, но это сюжет действительно эпический. Например, первая строфа из стихотворения «Песни последней встречи», знаменитые слова: «Я на правую руку надела перчатку с левой руки». Деталь, но за этой деталью психологический смысл, который говорит о сметенности героини,
о том, что она взволнована. И действительно, это песня последней встречи, когда лирическая героиня расстается со своим любимым человеком. Следующее стихотворение – это стихотворение, где лирическая героиня отвечает на вопрос. Стихотворение написано в форме диалога. Отвечает на вопрос: «А чего ты сегодня бледна?» И дальше идет монолог. Монолог, в котором очень много муки, больной совести, потому что она причинила боль любимому человеку. От того, что я терпко печалью напоила его до пьяна, как забуду, он вышел, шатаясь, и скривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: шутка все, что было, уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: не стой на ветру. Психологизм Анны Ахматовой в том, что вот эта недоговоренность, подтекст, он действует на читателя гораздо сильнее, если бы очень подробно было передано воспоминание героини, где снова это воспоминание наполнено психологическими деталями. Я сбежала, я бежала, задыхаясь, я крикнула. И это воспоминание действительно очень терпкое, печальное, и действительно в этом стихотворении сжата целая страница жизни лирической героини, не только то, что было в прошлом, но и то, что теперь в настоящем, чем наполнено чувство лирической героини. Психологизм этих двух стихотворений просто поражает. Недаром очень многие читатели знают эти стихи наизусть. Настолько они передают события глубоко психологически, то есть события, передающие внутреннюю жизнь женщины, героини этих стихотворений. На примере этих двух стихотворений можно сказать об эпическом, романном звучании. Что это такое эпическое звучание стиха? То есть обнаружение общего в единичном, осмысление хода жизни, прошлого и будущего, настоящего, освещение завершенных явлений. Это действительно новеллы, которые сгущены в лирическом стихотворении до предела. И тонкий психологизм передает подробности душевного настроения. Конечно, здесь есть много интонаций живой разговорной речи. Я могла бы очень много процитировать об этой интонации, но вот привела следующее. В одном из стихотворений она так обращается к любимому, лирическая героиня: «А, ты думал, я тоже такая, что можно забыть меня?» Вот это такая живая разговорная речь тоже действует очень сильно на восприятие читателей. Во второй период творчества, это на рубеже между дооктябрьскими годами и первыми послеоктябрьскими, после 17 года, появился еще и трагический дар у Анны Ахматовой. Она ощущает, что она может быть голосом очень многих людей, целого поколения. Трагическое стихотворение «Многим» в 1922 году начинается именно такими строчками: «Я голос ваш, жар вашего дыхания, я отражение вашего лица». В этих строках тоже мы видим особенность, дар Анны Ахматовой говорить от лица многих, от лица, быть может, людей своего
поколения. Это ее долг, это ее ответственность, совесть, все то, что поражало и современников, и сегодня поколение, уже несколько поколений читателей. И вот другой современник, Валерий Брюсов, поэт, символист, говорил так о поэзии Ахматовой: «Дар самоотречения ради других людей отвергает мнение о замкнутости, камерности поэзии Ахматовой». Вот это тоже очень важно. Мы зачитали 2 стихотворения, кажется, что они такие камерные, говорят о чувствах одной единственной женщины. На самом деле эпическое начало как раз в том обобщении, которое действительно может быть свойственно другим людям, людям даже других поколений. Вот еще строчки, где лирическая героиня говорит от лица множества «мы». «Думали, нищие мы, нету у нас ничего, а как стало одно за другим терять, так что сделался каждый день поминальным днем. Начали песни слагать о великой щедрости Божией, да о нашем бывшем богатстве». Ну, вы все знаете, что Анна Ахматова после Октябрьской революции не эмигрировала, осталась в России и считала это своим долгом. Ну, а теперь я хотела бы остановиться на том этапе творчества Ахматовой, который касается 40-х, 60-х годов XX века. Наши лекции как раз отражают этот период в литературной жизни. И в поздний период Ахматова очень трагический поэт. С одной стороны, она ощущает себя наследницей классической поэзии, поэзии начала XX века, но при этом вынуждена творить в чуждую эпоху, в чуждой литературной среде. Ей кажется, что она живет уже совсем в другом времени, совсем в другой эпохе. И вот в «Северной элегии», 5-й элегии, это очень трагическое стихотворение, где она ощущает, что она носит совсем другое имя, что под ее собственным именем живет совершенно другая женщина. Такая вот психологическая как бы картина внутренней жизни. «Меня, как реку, суровая эпоха повернула, мне подменили жизнь, в другое русло, мимо другого потекла она, и я своих не знаю берегов». Согласитесь, что это очень трагично. Если Борис Пастернак, в общем-то, как бывший футурист, не ощущал вот этой трагедии смены эпох, веков, времен в своем творчестве, хотя, несомненно, отразил это, то Анна Ахматова считала себя, я еще раз повторяю, как бы похороненной заживо. Так она ощущала себя, живя в советское время. И так образно она выразила в этой «Северной элегии» свое чувство поэта 2 эпох. Очень интересно, что в своем творчестве Анна Ахматова, позднем творчестве, очень много цитировала сюжеты, мотивы, даже цитаты из раннего творчества. На это она, например, могла сказать также поэтически: «Не повторяй, душа твоя богата того, что было сказано когда-то, но, может быть, поэзия сама одна великолепная цитата». То есть вот Ахматова как раз говорит о богатстве своего внутреннего мира поэтического, что есть, она как бы
советует самой себе: не повторяй того, что было сказано уже, но при этом утверждает, что поэзия сама одна великолепная цитата. Давайте перейдем к анализу поэмы «Реквием». Дело в том, что эта поэма создавалась в 30-е трагические годы. С 1934 по 1940 год, когда были арестованы ее муж Николай Пунин, ее сын Лев Гумилев, она работала над этой поэмой. И очень долго не могла ее записать на бумагу, тем более опубликовать. И впервые она публиковалась за рубежом в 1963 году. А на страницах журнала «Октябрь» она впервые была опубликована в 1987 году. То есть, действительно, многие современники вовсе не знали о том, что Анна Ахматова писала эту поэму. Эпиграфом поэмы звучат строчки: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Вот еще подтверждение эпического дара и опровержение мифа о том, что поэзия была камерной. Это действительно создание действительно народного поэта. Этот эпиграф она взяла из своего стихотворения, позднего стихотворения, потому что над поэмой она продолжала работать еще и в 60-е годы. И эти строчки указывают на единство личного и общего горя, единство личной судьбы, судьбы несчастной матери и общенародной судьбы. Поэма создавалась в годы, которые так Ахматова характеризовала. Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад. Ну, вы все знаете, что 30-е годы – годы массовых репрессий, которые коснулись очень многих семей, очень многих жен, матерей. И Бродский, Иосиф Бродский, поэт, который был младшим современником Ахматовой, написал статью «Скорбная муза», посвятив ее своему учителю поэтическому. Наверное, в истории России не было страшнее 15 предвоенных лет. Не было чернее их и в жизни Ахматовой. Множество оборванных жизней увенчали ее музу венком скорби. Стихи о любви уступили место стихам памяти мертвых. До 1962 года, до оттепели, поэма хранилась не на бумаге, а в памяти примерно 7-11 человек из ближайшего окружения Ахматовой. Они заучивали очередные страницы поэмы наизусть и тут же сжигались. К ним относилась и Лидия Корнеевна Чуковская, которая написала великолепные записки об Анне Ахматовой, воспоминания о своем общении с поэтом. Она вспоминала о том, как она приходила в фонтанный дом, или когда Анна Андреевна навещала Лидию Чуковскую, они читали, Анна Ахматова читала стихи из «Реквиема», причем читала шепотом, а у себя в фонтанном доме не решалась даже на шепот. Внезапно, посреди разговора, она умолкала и, показав мне глазами на потолок, громко произносила что-нибудь очень светское. «Хотите чаю?» Или «Вы очень загорели?» Потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне.
Я прочитывала глазами и, запомнив, молча возвращала ей. «Нынче такая ранняя осень», – громко говорила Анна Андреевна, и, чикнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей. В 1962 году, после опубликования повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», она, наконец, решилась записать на бумагу, но не решалась даже опубликовать, потому что вот во время оттепели, ее окончания, после 20-го съезда партии, да, где культ личности Сталина был как-то раскритикован, да, так она не хотела даже в это время опубликовать поэму. Она действительно своим пафосом вообще не соответствовала даже атмосфере оттепели. И впервые поэму, я уже говорила, публикуют лишь в 1988 году. В поэме отражены события личной жизни автора. Она прошла через аресты, очереди с передачами перед тюремными воротами. То есть вот все эти события, которые переживали многие-многие люди. Она пережила вместе с другими матерями и женами эти трагические годы, месяцы, часы, которые аккуратно почитала в поэме. Вот в таких строках. «Подруги двух моих осатанелых лет». Так она говорила о тех, с кем вместе стояла перед воротами тюрьмы. 300-я с передачей под крестами будешь стоять. 300-я с передачей. Кресты, ну, вы знаете, это тюрьма на территории Петербурга, Ленинграда. И именно там она 17 месяцев кричу, зову тебя домой, обращается к своему сыну. Здесь, где стояла я 300 часов, и где ей не открыли засов. Вот это как бы строчки говорят напрямую о личной жизни поэта. Но личное, автобиографическое в поэме тонет в масштабе общего народного горя. И лирика на глазах читателя превращается в эпос, настолько свое личное слито с трагическим уделом миллионов людей, с трагической страницы в жизни страны. А если зажмут мой измученный рот, которым кричит 100-миллионный народ? Ну, вы знаете, что слово «реквием» обозначает музыкальное произведение трагического звучания. То есть это трагическое музыкальное произведение. Второе значение слова «реквием» – это заупокойная служба, отпевание в церкви умерших. Поэма «Реквием» – это и музыка, трагедия, плач, и отпевание умерших, плач над умершими. Это личная трагедия и трагедия народа. Это национальная трагедия, поэтому материнское горе на фоне, часто изображено на фоне библейских, христианских образов Голгофы, креста, через призму евангельской истории. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. В эпилоге поэмы даже звучит тема пушкинского памятника. Знаете, да? «Нет, весь я не умру», пушкинское стихотворение. Ахматова тоже эту тему памятника продолжает, потому что живет совсем в другое время. Вот отрывок из этого эпилога. «А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием не ставить его
ни около моря, где я родилась, последней с морем разорвана связь, ни в царском саду у заветного пня, где тень безутешно ищет меня. А здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов. Затем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание черных Марусь, забыть, как постылая хлопала дверь и выла старуха, как раненый зверь. И пусть неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли. Ну вот на этих фотографиях из интернета вы видите тюрьму в Петербурге под названием Кресты. Ну, Кресты, понятно, вот снимок слева, как бы снимок с высоты птичьего полета. Здание построено так, что напоминает два креста. А это вот вид этой тюрьмы с другого берега Невы. Именно об этих крестах, как месте, где билась, рыдала, мучилась, страдала и кричала во весь голос, уже когда писала поэму об этом времени, мы видим на фотографиях. Следующая поэма, над которой Ахматова работала в эти годы, это очень интересная, замечательная, самое загадочное произведение XX века. Поэма «Триптих», которая состоит из 3 частей. Если «Реквием» – это поэма, которая состоит из отдельных стихотворений, глав, то эта поэма состоит из 3 частей. Она так и говорит: у шкатулки ж тройное дно. Там 3 темы сразу. Эти темы она не называет, но вся поэма пронизана этими 3 темами: судьба личная, судьба поколения и судьба страны. «Шкатулка» – это как бы поэма, у которой несколько как бы слоев, у нее есть тройное дно. Жермунский, известный литературовед Виктор Михайлович Жермунский, говорил о том, что поэма «Без героя» – это осуществленная мечта символистов, о такой поэме, где смысл неотделим от формы, не разгадываемый до конца, как музыка. Ну, вы знаете, что любимый вид искусства символистов была музыка, и как бы Анна Ахматова в этой своей поэме отдает дань желанию символистов писать стихи как музыку. Эта поэма действительно очень непонятна, но в ней, в первой части, уже есть цитата из стихотворения 23-го года «И вино, как отрава, жжет». То есть есть сноска самой Ахматовой о том, что новогодняя ее баллада 23-го года имеет отношение к поэме, которую она пишет гораздо позже. Я хотела прочесть это стихотворение, еще раз напомнив о раннем ее творчестве и о том, как уже в раннем творчестве рождаются эпические строки, давшие начало будущей эпической поэме, лироэпической поэме. И месяц, скучая в облачной мгле, бросил в горницу тусклый взор. Там 6 приборов стоят на столе, и один только пуст прибор. Я и друзья мои встречаем Новый год. Отчего мои пальцы словно в крови, и вино, как отрава, жжет? Хозяин, поднявший первый стакан, был важен и недвижим. Я пью за землю родных полян,
в которой мы все лежим. А друг, поглядевший в лицо мое и вспомнив Бог весть о чем, воскликнул: а я за песней ее живем. Но третий, не знавший ничего, когда он покинул свет, мыслям моим в ответ промолвил: мы выпить должны за того, кого еще с нами нет. Это стихотворение очень мистическое, таинственное, как раз отвечает атмосфере новогоднего вечера, встречи Нового года. Но эта встреча, когда лирическая героиня находится в горнице одна. Все приборы, стоящие на столе, они как бы заняты, а ее личный прибор пуст. Ну, вы знаете, по русской привычке ставят рюмку с наполненной водкой и сверху кусочек хлеба. То есть это вот как бы поминальный вечер. Не новогодний, а именно поминальный. И встречают с героиней Новый год люди, уже ушедшие из этой жизни. Мистическое стихотворение. Очень интересно, что здесь есть хозяин, здесь есть друг и еще некто, у которых есть свои тосты, своя как бы история. Чаще это история любви, потому что еще один миф был о жизни и творчестве Ахматовой, который она принимала, конечно, но в то же время откликнулась на этот миф очень интересным стихотворением. В 2014 году она написала стихотворение, такое, где она дает ответ всем сплетникам о том, что у нее было очень много любовников, мужей. В стихотворении 2014 года, где бытовое понятие любовника обретает поэтический смысл. «Земная слава, как дым, не этого я просила, любовникам всем моим я счастье приносила. Один и сейчас живой, в свою подругу влюбленный, и бронзовым стал другой на площади оснеженной». Известно, что она писала прозу о Пушкине, известно, что в свою подругу влюбленный – это самый яркий современник поэта Ахматовой Александр Блок. Я вспомнила это стихотворение, потому что новогодняя баллада, она как бы в подтексте имеет очень много содержания. И это содержание заключается в том, что героиня, прототипом которой является сама Ахматова, автор стихотворения, она считает, что осталась жива, тогда как все ее друзья, мужья, муж мой, друзья мои, как она говорит, они покинули этот свет. Это комментарий к поэме «Без героя». Комментарием к поэме «Без героя» может служить не только новогодняя баллада, но и такие строчки самой Ахматовой. «Только как же могло случиться, что одна я из них жива?» Это строки из строчка стихотворения, которая как бы цитируется в другом совсем плане, смысловом, в поэме «Без героя». А Осип Мандельштам очень хорошо сказал об Анне Ахматовой. «Есть женщины сырой земле родные, и каждый шаг их гулкое рыдание, сопровождать воскресших и впервые приветствовать умерших, их призвание». Осип Мандельштам как бы предвидел создание Ахматовой
поэма «Без героя», где она, как и в поэме «Реквием», рыдает о тех, кто ушел из этой жизни, приветствует их, как умерших. Мандельштам даже называл Ахматову Кассандрой, которая рождена для того, чтобы оплакивать близких умерших людей. Почему поэма называется «Поэма без героя»? Сама Ахматова так отвечает на этот вопрос. Там их трое, то есть не единственный герой. Главный был наряжен верстою, а другой, как демон, одет. Чтоб они столетиям достались, их стихи за них постарались. Третий прожил лишь 20 лет. Здесь Ахматова задает загадку. Так кто же все-таки герой? Ну, поскольку они все умерли, и, собственно, все они поэты, и они живут уже в памяти оставшихся, в памяти своими стихами. Это как бы призраки, псевдогерои. Еще есть герой, сам автор. Во второй части, которая называется «Решка». Решка – это оборотная сторона медали. Так она назвала эту часть, как бы переходную от первой части, 913 год, «Петербургская повесть». Так называется первая часть. Потом, значит, идет «Решка» и, наконец, третья часть «Эпилог». И, конечно же, герой, особенно в третьей части, в эпилоге, это Петербург, ее родной город, в котором она прожила лучшие свои годы, годы молодости, годы поэтической славы. И поскольку первая часть называется 913 год, «Петербургская повесть», наверное, еще есть герой. Это время не только прошлое, 913 год, но и будущее, потому что третья часть – это Петербург периода Великой Отечественной войны, блокадный Петербург. То есть само время, сама эпоха является героем поэмы, которая так называется «Поэма без героя». То есть там очень много героев. Почему в поэме нет главного героя? Дело в том, что в первой части героиня лирическая, в которой мы угадываем автора, в новогоднюю ночь сидит в одиночестве перед зеркалом. Ей видятся тени, призраки ее друзей из 13 года. И то ли это гадание в сочельник, да, как гадают женщины, девушки о суженом, то ли это сон, когда героине приходят какие-то маски в маскарадных костюмах. И она вспоминает об эпизоде, который случился в 1913 году. Странный такой эпизод вроде бы, на самом деле очень показательный для автора поэмы. Речь идет о самоубийстве молодого поэта Всеволода Князева. Он еще был гусар, офицер молодой, который застрелился из-за того, что его бросила любимая женщина, актриса Ольга Глебова-Судейкина. Именно этим двум людям, Всеволоду Князеву и Глебовой Судейкиной, как бы посвящены отдельные вступительные посвящения, она так их называет, этот жанр, посвящения, из которых мы, собственно, можем и узнать, о чем же идет речь в первой части, 913 год. Этот эпизод, как потом мы поймем, напоминает катастрофу и в ее жизни.
потому что из-за нее, из-за Анны Ахматовой, застрелился другой молодой поэт, гусар Михаил Линдеберг. Об этом она не говорит напрямую, она говорит вот о судьбе своей подруги Ольги Глебовой Судейкиной. Здесь вот еще очень много подтекста, посвященному поэту, которого Анна Ахматова называла трагическим тенором эпохи. Это прежде всего Александр Блок, который, быть может, одет как демон, то есть вот эта демоническая внешность Блока подчеркивается всеми его портретами, потому что очень часто на портрете Александр Блок показан в полуоборот, когда одна сторона лица светлая, а другая сторона находится в тени, темная. Свет и тень, демоническая и ангельская. Вот что подчеркивают эти портреты. И Александр Блок, по мнению Ахматовой, воплощение вообще поколения, поэтического поколения начала XX века, своим демонизмом, своей поэмой под названием «Возмездие», «Снежной метелью», вспомним поэму «12», вспомним стихотворение «Шаги командора». То есть гость, который посещает, призрак или под маской, или прежде всего это один из тех гостей, который как демон одет. Недаром эту поэму называл известный критик, литературовед, писатель Виктор Шкловский, тоже современник Анны Ахматовой, поэмой совести. Почему? Дело в том, что поэма писалась в начале, вернее, в новогоднюю ночь 1941 года, когда уходил в прошлое 40-й год, и наступал год 41-й. И почему в этот год героиня вспоминает 913 год, потому что это тоже был последний мирный год перед началом Первой мировой войны. И как бы на пороге больших исторических катастроф, испытаний, автор хочет сказать очень много о своем поколении. На примере бессмысленной смерти глупого мальчика из-за безответной любви, из-за того, что ему изменила любимая женщина, это бессмысленная смерть. И Анна Ахматова, судит себя прежде всего, потому что не может простить себе эту смерть глупого мальчика. У нее даже есть стихотворение 22 года, которое начинается «Бедный мальчик». То есть еще одна цитата из прошлого. Одной из героинь поэмы является Коломбина 10-х годов. Коломбина – это роль Глебовой Судейкиной, актрисы, в спектакле по пьесе Блока «Балаганчик». Ахматова видит в Глебовой Судейкиной своего двойника. Она так и называет, обращаясь к своей подруге: «Ты один из моих двойников. Не тебя, а себя казню». То есть в том, что в этом событии 1913 года участвовала Глебова Судейкина, мы должны увидеть отражение события, которое произошло с самой Ахматовой. Героиня противопоставляет себя тем, кто над мертвым со мной не плачет, кто не знает, что совесть значит, и зачем существует она. Вот эта совесть за свою вину перед глупым мальчиком, который застрелился из-за нее, этот эпизод очень важен в поэме. Вот на фотографии две подруги.
И почему именно этот эпизод она вспоминает, и почему именно Глеба Судейкина является ее двойником? Дело все в том, что это были самые яркие петербургские женщины, самые знаменитые, самые яркие, из-за которых, в которых влюблялись, из-за которых стрелялись. Известно, что даже Гумилев стрелялся из-за Анны Ахматовой, за то, что она не хотела поначалу выходить за него замуж. И вот как бы Анна Ахматова, выводя образ своей подруги, подразумевает под ней саму себя. Вот Глеба Судейкина в одной из своих театральных ролей, где она не только играла драматическую роль, но и пела, танцевала, была очень известной петербургской красавицей. То же самое можно сказать и об Анне Ахматовой. Надежда Мандельштам, супруга поэта Мандельштама, как раз вспоминала о том, что на Ахматову подействовала больше всего даже не поэтическая слава, а слава вот этой вот роковой женщины, петербургской красавицы, той самой, какой она была знаменитой в 1913, 14, 15 годах, как автор своих сборников, но прежде всего как яркая петербургская красавица. Вот Судейкин был такой художник, они развелись с Глебовой, но у актрисы была такая двойная фамилия, она здесь на репродукции в роли, в одной из своих ролей в пьесе в пьесе-спектакле 1910 года. Почему я об этом говорю? Дело все в том, что первая часть, которая называется «913 год. Петербургская повесть», она носит такой драматизированный характер в виде то ли сценария, то ли либретто, то ли спектакля о петербургской жизни. И в центре находится сюжет о любовном треугольнике из спектакля «Балаганчик» по пьесе Блока. Это был очень знаменитый спектакль в 1913 году, которую поставил известный, знаменитый режиссер Всеволод Мейерхольд. И сама атмосфера, которая изображена вот в этой части, свидетельствует о какой-то кризисности, о том, как люди растеряны, неустойчивы, и они совершенно не представляют, что их ждет в будущем. Это действительно последний мирный год перед теми катастрофами, которые затем разразятся в 20 веке. Это поколение автора Анны Ахматовой. И автор Ахматова судит судом собственной совести вот этих людей, прежде всего культуры, искусства, той богемной части Петербурга, к которой она принадлежала, где действительно были страсти, треугольники любовные, самоубийства. То есть вот эта атмосфера передана и критически, с одной стороны, и с другой стороны, конечно, ностальгия автора из 40-го года, глядящей в год 13 20 века. Она, конечно же, восхищается этим. Это действительно эпоха была противоречива, в ней было действительно очень много замечательного. Ну вот Судейкин, тот же самый художник, например, написал картину назвал ее тоже очень интересно «Моя жизнь. Кафе «Привал комедиантов». Это кафе было очень знаменитым, там собиралось очень много поэтов, художников. Вот здесь вот как раз Судейкин на переднем плане изобразил самого себя, рисующим женский портрет с натуры. Окружают его люди искусства, все они или носят маски, или скрываются под маской, или снимают ее.
играют там на арфе. Такая тоже мистическая вроде бы картина, но она передает вот жизнь богемы художественной, как бы области, сферы в жизни Петербурга до октябрьского периода. Вот это он, Сергей Судейкин, он эмигрировал, и вот автопортрет справа – это в молодости, а фотография – это он живет в Америке, и там в эмиграции он и умрет. Я это все говорю о первой части поэмы, потому что вот эта фантастика сновидений, некоего театра, когда, как на маскарад, героини приходят из прошлого, эти маски, призраки из прошлого, сменяется второй части, потому что сюжет действительно такой, что осмысление Ахматовой, поздней Ахматовой прошлого, действительно это историческая тема. И во второй части она очень много говорит о том, что ждало поколение, ее поколение. Там, например, есть строчки, которые напоминают поэму «Реквием», где она вспоминает о своих современницах, которые растили детей для плахи. Это намек, полуцитата на ее поэму «Реквием». И снова там есть тема двойника, который идет на допрос. То есть вот этот простор истории и реальной жизни также перекликается, но это уже атмосфера реальной истории. В третьей части под названием «Эпилог» героиня возвращается в Ленинград, опять же, мистически, в виде тени. Моя тень бродит по площадям, на Марсово поле. Тень потому, что сама Ахматова в военные годы была в эвакуации в Ташкенте. И любимый город, который становится героем этой третьей части, это опять же ее воспоминания, ее представления об этом городе, который она покинула. Он становится героем, этот любимый ею город, родной город. Он блокадный, он зашит. Многие, кто жил раньше в этом городе, уже не живут. Кто в Париже, кто в Нью-Йорке, а кто в чужое смотрит окно. И тень автора, разлученная вот с этими друзьями, эмигрировавшими, умершими, бродит и оплакивает их. Это плач героини, очень похожий на плач героини поэмы «Реквием». Но заканчивается поэма тем, что из Сибири, куда ссылали русских людей в разные периоды истории, из Сибири движутся полки, которые спасут Москву, столицу. И Ахматова как бы говорит о том, что московское сражение, где первый раз Красная Армия разгромит фашистов, это как раз то будущее, которое вернет веру, надежду, действительно даст ощущение великой победы. Но и эта победа должна искупить историческую вину интеллигенции XX века, той самой интеллигенции, которой принадлежала сама Ахматова. Чтобы почувствовать музыку этой поэмы, которая напоминает реквием или симфонию. Кстати, там
есть воспоминания о Ленинградской симфонии, которая была написана Шостаковичем в блокадном Ленинграде. Знаменитая эта симфония, которая напоминает и ее поэму, такую вот музыкальную, симфоническую. Ахматовская строфа, состоящая из 6 строк, она как бы напоминает поступь самой истории, той самой истории, которая слышится в гениальной симфонии Шостаковича. И в этой поэме слышится поступь самого трагического века и колдовской ритм фантастической фантасмагории, гофманианы, которую атмосферу 13-го года, которую Ахматова называет петербургской чертовней, потому что тема Петербурга – это, как вы помните из истории литературы XIX века, это тоже такая вот тема мистическая, очень часто фантасмагорическая, петербургская чертовня, одним словом. И еще в этой поэме, чтобы ее понять, она действительно очень загадочная, порой очень странная. Можно увидеть тесную связь с предыдущим творчеством Ахматовой. Действительно, она там цитирует себя как автора «Подорожника», «Белой стаи». Быть может, поэзия, вся поэзия действительно великолепная цитата. Для того, чтобы понять эту поэму, надо знать вообще творчество Анны Ахматовой, надо знать как бы то, что случилось в ее жизни, судьбе. Надо почувствовать личность этого большого поэта. Кстати, Ахматова не любила, когда ее называли поэтессой. Она была действительно русский поэт. У нее даже есть ироническое двустишие. Я научила женщин говорить. Но, Боже, как их замолчать заставить? Вот Анна Ахматова в 60-е годы. Наконец, она выходит из этого изгнания, когда она действительно вынуждена была молчать, и голос ее царственный, такой густой, глухой голос уже звучит, и многие уже знают ее творчество, читают не только ранние ее стихи, но и поздние стихи ее поэмы. И, как вы видите, все та же царственная осанка, все тот же облик такой вот королевы, царицы. Такой вот даже она сама миф создавала о себе уже позднее. Вот это интересное здание было ее дачей в Комарово, где многие, посещая Ахматову, называли это такой вот, ну, как бы дом будкой. И она сама так называла. И она жила там летом последние годы своей жизни. Умерла Ахматова в подмосковном санатории, но похоронена как раз в Комарове под Ленинградом. И вы на фотографии видите ее могилу, то, как устроил это надгробие ее сын Лев Николаевич Гумилев. Ну, вы его знаете, известный историк, культуролог. Это памятник обустроен им еще и с помощью близких людей, поклонников поэзии Анны Ахматовой. К этому памятнику скромному можно прийти, вот, если вы посетите Петербург. Еще хочется сказать о тех молодых поэтах, которые
которые входили в так называемый Ахматовский круг. Многие были, ну, как бы поклонниками, многие поэты, уже пришедшие в литературу позднее. Вот на фотографии на похоронах Ахматовой мы видим крупным планом Иосифа Бродского. Вот на втором плане Евгений Рейн, а склонился над гробом это другой ее ученик, который был ее секретарем, Анатолий Найман. А вот на этой фотографии справа она сидит с Иосифом Бродским. Известны ее слова, когда она узнала о том, что Бродского судят за тунеядство, и она даже сказала якобы, какую славу, судьбу творит история этому рыжему. Ну, это как бы приблизительно, что она сказала. Кроме Бродского, вот еще трое поэтов, которые входили в круг ахматовских мальчиков, так их называли. Ну, этим мальчикам уже очень много лет, они живы вверху. Это Евгений Рейн, ленинградский поэт, питерский. Справа это Анатолий Найман, он еще пишет и прозу, не только стихи. А вот Дмитрий Бобышев, это тоже был вот из круга ахматовских мальчиков. Дмитрий Бобышев, он эмигрировал, живет в Америке. Это вот фотография его книги стихов. Каждому из них Ахматова посвятила по стихотворению. А уж они-то сколько написали об этом поэте, и как они оставили воспоминания о дружбе с ней, которая осветила, как бы украсила и их судьбу. В заключение я хочу привести слова Иосифа Бродского об Анне Ахматовой. Иосиф Бродский в статье «Скорбная муза» писал о стремлении Ахматовой, поэта лирического, стать гражданским поэтом. Она жила не собственной жизнью, а временем, воздействием времени на души людей и на ее голос. Вот вам лекция, которая посвящена поэзии Анны Ахматовой. Многое, конечно, я, быть может, не сказала, но еще хотелось бы закончить лекцию ее стихами. Эти стихи звучат как музыка, можно взять любое стихотворение, и оно будет звучать в твоей памяти долго и долго. Ну вот, например, стихотворение, где, как и Пастернак, она говорит об особой своей судьбе, трагической, творческой и личной. Помните, у Пастернака: «Всю жизнь я быть хотел, как все, но век в своей красе сильнее моего нытья и хочет быть, как я». Ахматова по-другому говорит о том, в какое время она жила. Это больше трагические строки, потому что Пастернака она называла счастливчиком, которого не тронули как будто гонения, репрессия, погребение заживо. Ну, она здесь, может быть, была и не совсем права, но вот ее строки поэта Серебряного века, поэта высокой культуры, но еще и глубоко трагической судьбы, человека трагической судьбы. «Оставь, и я была, как все, и хуже всех была. Купалась я в чужой росе и пряталась в чужом овсе, в чужой траве спала». Еще строки повторить хочу.
Меня, как реку, суровая эпоха повернула, мне подменили жизнь, в другое русло мимо другого потекла она, и я своих не знаю берегов, и женщина какая-то мое единственное место заняла, мое законнейшее имя носит, оставивши мне кличку, из которой я сделала, пожалуй, все, что можно. Спасибо за внимание. До следующей лекции.